Звонки и поздравления Ирии Виссариону Аплия не прекращаются даже во время интервью. Люди, которые хотят поздравить батюшку с 75-летием, заходят в храм во время и после службы. Сам юбиляр отмечает, ровно в 7 утра начали звучать первые поздравления. Среди них и поздравительный адрес от главы государства Аслана Бжания. Свой день рождения глава Абхазской православной церкви проводит в Сухумском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, в котором служит 30 лет. Первую литургию батюшка провел здесь в самом начале войны, 16 августа 1992 года. И первую свою службу на абхазском языке я служил 16 августа 1992 году. Здесь, в этом же. Вообще почти никого не было. Я первый раз на абхазском языке, это было благословение отца Петра, был, пока, говорит, что не торопись на абхазском языке служить, потому что они всегда пытались говорить что-то, что я на грузинском. Они пытались нас учить этому языку насильно. Насильно не бывает так. Агрессия – это не должно присутствовать в православном учении. Это человеколюбие, это любовь к Богу, любовь друг к другу. Мы все братья во Христе. Далее служить в охваченном врагом Сухуми не было возможности. Иерей Виссарион богослужение начал проводить в храмах Гудауты и села Лыхны. За 13 месяцев войны было многое, рассказывает священнослужитель. Не раз он лично ездил на фронт поддерживать боевой дух защитников Отечества. Бойцы, конечно, обрадовались, а я, вот, честно говоря, не знал, что делать. Я крест снять, автомат взять не могу. И вот как бы знаю, что Родина в опасности. Я знал их агрессию грузинскую. Я еще с 1 класса этот знаком. И вот, честно говоря, не знал, что делать. Но потом первое, что я сделал, это вот с Афона, там дом отдыха было, водопад. И вот там паника, люди отдыхающие не знают, что делать. Я опять поехал в эту гудаутскую вот эту базу, где там взял у них автобус, и на автобусе, значит, этих людей вывозить. А там в Гаграх уже тоже не вывезешь. И через Гудаутский аэродром, через самолет я их всех отправил. И из них 27 человек записались добровольцами. Остаться здесь, в Абхазии, защищать, значит, нашу родину. Вот это первые мои шаги. А потом думаю, как же, пойду я к этим, к своим солдатам. И вот я пошел к солдатам. Я и ходил, и к пленным ходил. Ну, как священник должен быть везде. И в темнице, и в больнице. Вот долг священника я пытался выполнять, потому что я спрашивал у более опытных, они говорили, что война, да, но это не означает, почему я пошел к пленным грузинам, потому что они тоже там в плену, тоже люди, вот человеколюбие проявленное. Уже после грузино-абхазской войны наша церковь начала возрождаться. Виссарион Аплия вновь возобновил богослужение в Сухумском кафедральном соборе, но то, что он здесь увидел после грузинской агрессии, повергло батюшку в шок. После войны, вот первый, куда я приехал, это было сюда, в собор. Вот по благословению отца Петра, и они меня избрали как бы своим старшим. Я приехал сюда, здесь, конечно, было удручающе все было перевернуто. Вплоть до такой степени даже удивиться можно тому, как они могли, если это было бы ихнее, как вот так можно было вот так вот отнестись ко всему тому. Вообще ничего не было. В алтаре вообще ничего не было, ни книг, буквально было все унесено. Ну вот потихонечку началась вот эта вся восстановительная такая процессия. Ну, потом я поехал в Москву, я пошел к отцу Петру, я говорю, как, вот, поезжай, говорит, в Москву. Я поехал в Москву, поехал к святейшему патриарху Алексию. Алексий меня принял и выслушал, и начали помогать. Даже свечи там они отгрузили мне 5 тонн. Ну, вот так вот, без денег, без ничего, вот так вот потихоньку, крестики, ну, вот так вот началась вот эта восстановительная ситуация в Абхазской церкви. На этих архивных кадрах первый президент Абхазии Владислав Ардзума поздравляет православных с тем, что праздник святого апостола Симона Канонита внесен в календарь праздничных дат нашей страны. Это был 1995 год. Я хочу поздравить всех вас, участвующих в этом торжестве, всех граждан Абхазии с большим праздником. Этот праздник существовал и отмечался на протяжении столетий, но тем не менее многие десятилетия он не был включен в календарь Абхазии. Наконец, решением парламента Абхазии День святого апостола Симона Канонита стал одним из праздничных дней Абхазии. Но в особенности
я бы хотел поздравить и отметить усилия отца Виссариона, отца Петра по возрождению Абхазской православной церкви. Я надеюсь, что вслед за теми событиями, которые происходят здесь, последует открытие и возрождение работы храмов на всей территории Абхазии. Возрождению абхазских святынь после войны и посвятил свою жизнь Виссарион Аплия. Без его усилий в храмах страны не служили бы на абхазском языке, отмечает настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий Киут. Господу было угодно, что именно в этот особенно тяжелый период для жизни нашего народа вы возглавили церковный корабль. Так было угодно Богу, потому что другой человек не смог бы понести именно в это тяжелое время корабль, который ведет нас к вечности. Конечно же, не будем говорить о тех сложностях, о тех трудностях, которые вы пережили, и мы с вами переживали вместе. Наше молодое абхазское духовенство, которое родилось, можно сказать, в муках и скорбях. И, конечно же, то, что вы укрепили, цементировали нашу церковь, пусть этот цемент будет вечным, и фундамент будет вечным. Сердечно вас поздравляем. Поздравил Виссариона Аплия с 75-летием и хор Каманского монастыря «Спев батюшки многое лето», которому подпевали все прихожане храма. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.